Добрый вечер. И ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Накануне в Госдуме с ежегодным отчетом выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что ситуация с пандемией и санкциями показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции. И подчеркнул, что сегодня импортозамещение для России – это вопрос экономического суверенитета. И тема нашей программы сегодня – импортозамещение «Пути решения», которую мы обсуждаем с нашими замечательными экспертами. Многие из них сегодня впервые, и я с удовольствием всех представляю. Олег Владимирович Коробченко, депутат Государственного совета Татарстана, генеральный директор группы компаний «Кариб», член Федерального политсовета и председатель Татарстанского отделения партии Роста. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. С нами сегодня Ирина Викторовна Купряхина, председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, генеральный директор швейной мастерской РН. Рада вас видеть. Добрый вечер. Также с нами сегодня очень рада видеть Сергей Васильевич. Вот очень рада. Сергей Васильевич Майоров, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан. Здравствуйте. Светлана, я тоже очень рад вас видеть. Спасибо. И всех остальных Спасибо. тоже. Артур Сергеевич Николаев, наш уже теперь постоянный эксперт, первый заместитель председателя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Рада вас видеть. Добрый вечер. И Вячеслав Артурович Миллер, ресторатор, франчайзи «Додо Пицца». Здравствуйте. Здравствуйте. С нами также сегодня на интернет-связи Андрей Июлевич Болтекс, директор компании НПО «Старт-Пласт». Добрый вечер. Добрый вечер. Так, связь отличная. Также сегодня в программе мы предоставим слово и Якову Вениаминовичу Геллеру, генеральному директору агентства по государственному заказу Республики Татарстан. Интервью с ним мы записали накануне, поэтому отрывок посмотрим чуть позже. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube прямо сейчас. У экспертов есть замечательные кнопки на пультах. Можно выражать свою точку зрения. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Предлагаю начать с соцопроса наших пользователей в социальных сетях. Мы просто вот на таком бытовом уровне задали вопрос, дошло ли до вас импортозамещение? Насколько люди на себе это сейчас почувствовали? Да, в быту так ответили 70% опрошенных. Да, на производстве так считают 10% респондентов. И за вариант «уже скучаю по импортным товарам» проголосовали 20% участников опроса. Телезрители также могут голосовать. В конце программы подведем определенные итоги. Сейчас же хочу начать с такой ситуации, что если в быту отказаться от любимого крема, любимого сыра, наверное, можно. Но все, что касается производства, конечно, это достаточно серьезно. От машиностроения до стоматологии практически все отрасли экономики сегодня столкнулись с дефицитом или ростом цен, с проблемами с зарубежными поставками. Что можно этому противопоставить? Президент Рустам Минниханов на совещании Владимира Путина 16 апреля заявил, что необходима кооперация производителей из разных регионов. Вот для начала давайте попробуем разобраться, в каких отраслях, в каких сферах сегодня наиболее остро стоит ситуация с вопросом импортозамещения. Какие сферы наиболее оказались не готовы? Кто начнет? Вот. Давайте Сергей Васильевич начну. Дайте, пожалуйста. Столько звали, столько звали. Хорошо. После начала спецоперации к нам посыпалось беспрецедентное количество заказов на услуги и товары, которые поставлялись из-за рубежа, в первую очередь из стран Западной Европы и Америки. Если сравнить обычную статистику, это нефтегазовый сектор в первую очередь, там как раз были ограничения по поставкам как запчастей, так и оборудования, так и сервисных услуг. Следующее – это автомобилестроение. То есть автомобилестроение, не только грузовое, но и легковое автомобилестроение, к нам начали обращаться по подбору поставщиков. Теперь смотрите, статистика. Первый месяц работы март после спецоперации. 1119 заказов поступило в машиностроительный кластер Республики Татарстан. Мне часто задают вопрос, а это много или мало? Я говорю, в обычной жизни за 7 лет мы ежемесячно получали, в лучшем случае, десятки заказов. И тут больше 1000. Что мы с этими заказами делаем? Безусловно, импортозамещение очень важно. И многие предприятия сделали дорожные карты, разбили на 3 этапа. Первое, что прямо сейчас необходимо, где останавливается конвейер, где останавливается производство. Это надо найти близко, если это Татарстан, то это в Татарстане, России, быстро погасить пожар. И мы это тоже делаем. Второе. У нас есть дружественные страны, которые не приняли санкции, там, где есть высокие технологии. Их немного, их 4. Это Белоруссия, это Китай, это Турция и это Индия. И ходоки из нашего Татарстана все сразу полетели. Встречаясь в Шереметьево, ты в Москву? Нет, я дальше. Я говорю, самолеты не летают, вот туда летают. То есть это те страны, где благодаря наработанным технологиям можно заместить поставками из-за рубежа, из дружных стран. И третий этап, он самый длинный получается, то, что точно необходимо производить в Российской Федерации, это критически важно для того, чтобы такие ситуации не повторялись. Так вот, за месяц
Мы, благодаря наработанным своим связям, имеющимся национальному порталу субконтрактации, где 900 тысяч участников зарегистрированы, мы подобрали 110 позиций из 25 поставщиков, где моментально подписываются соглашения о конфиденциальности, а не как раньше. До года иногда в крупных корпорациях подписываются. Сегодня это дни. И уже разрабатывается конструкторская документация. Я считаю, мы из запрошенных 1119 заказов 110 подобрали, это 10%. Я считаю, что это очень хороший результат. И мы продолжаем этим заниматься. То есть вот отрасли сегодня уже пошли все. И услуги ремонта требуются, и запчасти требуются. И что еще принципиально важно, сегодня, вот 8-й год работает машиностроительный кластер, впервые за все время работы этот месяц не я бегаю за заказами для Республики Татарстан. За вами бегают? К нам все пришли. К нам пришли не только крупные корпорации, не только средние компании, не только малые компании. К нам приходят региональные правительства, говорят, бюджет выделен, техника импортная. Обзвонили все, взять негде, разработать. Я говорю, представляете, сколько это стоит? Ну мы без этого встанем, мы не сможем обслуживать регионы, города. Мы готовы вкладывать инвестиции в разработку новой продукции. Вы представляете, какие шансы сегодня открываются для реального сектора экономики? Так, это как раз еще и обсудим сегодня на протяжении всей программы. Олег Владимирович, а вы как считаете, какие отрасли наиболее оказались не готовыми? И вот позитивно, да, послушайте, Сергей Васильевич, вроде бы есть реальные возможности совершить тот самый рывок, о котором говорят. Согласен с Сергеем Васильевичем полностью. Нам сейчас нужна помощь государства для того, чтобы они определили приоритетные направления. Это очень важно. Что нам нужно в первую очередь? Чтобы все не побежали шить сумки Michael Kors и остальные бутиковые вещи. Мы должны, государство определяет направление, мы начинаем работать. Это, я считаю, но это направление подкреплено финансовой поддержкой? Должно быть, конечно, подкреплено, где будут дешевые деньги, будет какая-то поддержка технологическая. Да, конечно, и мы это все сделаем. Вообще проблем нету. То, что вы сказали в медицине, в стоматологии, я тоже так думал, что будет проблема. Оказывается, нет. Сейчас такие же оптовые крупные поставщики из Америки уже вышли к нашим зубникам и предлагают свои услуги, поставки. Все хотят жить. Конечно. Ленд-лиз 2 начинает работать. Поэтому я думаю, что сейчас самое главное, чтобы наши крупные руководители предприятий, которые нуждаются в импортозамещении, чтобы они не сделали ставку на Китай, на Индию и на все остальное, может быть, на какой-то промежуток короткий, чтобы они, самое главное, импортозаместились, чтобы они начали искать внутри страны производителей, чтобы был приоритет в первую очередь на это. Тут нужно проявить сейчас жесткость. Вот если наши руководители крупные проявят именно в этом направлении жесткость и скажут, что надо ставить только отечественное производство. Пускай оно будет на первом этапе менее качественным, может быть дороже. Но вот здесь нам нужно сейчас от них, конечно, принципиальность. То, что вот мы сейчас на своем уровне проявляем принципиальность и пытаемся импортозамещить свои комплектующие. Хорошо. Артур Сергеевич, на ваш взгляд, вот какой сейчас примерный срез, что вы сейчас видите? Ну, в торгово-промышленную палату Республики Татарстан тоже очень много обращений и по импортозамещению, и по взаимодействию по экспорту, потому что и не только мы заинтересованы в продукции, но и наши ближайшие соседи тоже заинтересованы. И буквально там прошло 2 недели после начала событий. Ну, я обзванивал, и даже на меня выходили те же малазийцы. Вот Сергей вспомнил сегодня там индусов, китайцев, да, они готовы, пакистанцы, турки. Но не надо забывать еще про Южную Америку, потому что Южная Америка тоже, в принципе, та же самая Бразилия, она, в принципе, тоже готова, если что-то, подставить плечо. Тут я согласен с Олегом. В какой части? Надо напомнить, наверное, Евгения Максимовича Примакова, который как раз первый говорил про промышленную безопасность. Мы очень часто вспоминаем про продовольственную безопасность, а про промышленную безопасность мы забываем. Так вот, промышленная безопасность, наверное, то время наступило, когда надо как раз наши размещать заказы. И не зря, наверное, все-таки вот есть 719 постановлений, и Минпромторг Российской Федерации ведет
реестр товаропроизводителей, то есть это вот как раз отправная точка, и совместно с Газпромбанком Минпромторг уже площадку ведет, да, то есть там в электронном режиме, там с подключением искусственного интеллекта, наверное, происходят эти процессы, по кооперации находится кто где что может производить. Ну и, конечно, тоже в Республике Татарстан есть, вы сегодня вот Яков Вениаминович уже вспоминали. Он расскажет, он расскажет, да, про свою площадку. Это тоже взаимодействие. И еще сейчас есть уже тоже планы, закладываются по межрегиональному сотрудничеству, то есть к нам обращаются уже вот в среду к нам приезжают. Всплеск деловой активности мы все фиксируем, да? Архангельск к нам приезжает как раз по обмену, готовы что-то они делать, и им что-то надо, соответственно, вот этот процесс уже невозможно остановить. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Хотите быстро и безопасно купить или продать квартиру? Обращайтесь в компанию «Жилье Групп». ТНВ объявляет кастинг. Хочешь стать ведущим ТНВ? Мы ждем тебя в нашей команде. Участвуй в кастинге, пройди все этапы и попади на ТВ. Анкета для заполнения и подробная информация на сайте tnv.ru. Заявки принимаются до 15 апреля. Еще раз в эфире ТНВ Татарстан, программа «Точка опоры». Продолжаем сегодня обсуждать вопросы импортозамещения. После 2014 года, когда, в общем-то, был поставлен такой основной курс на импортозамещение, ряд экспертов говорят, что Россия не смогла полностью заменить санкционные импортные продукты после эмбарго в августе 2014. Среди удач называют производство мяса и молока и молочной продукции. Если Россия в 2000-х годах ввозила 3 миллиона тонн мяса и субпродуктов, в том числе из ЕС, то в 2020-м всего 600 тысяч тонн. Вот какие сегодня проблемы испытывает сфера общепита, испытывает или не испытывает, Вячеслав Артурович? Ну, на самом деле... Чем кормить-то будете? Мы как кормили, так и будем кормить. Да, пиццей, самый лучший. Вот, у нас есть все для этого на сегодняшний день. С 2014 года, если говорить о Додо Пицце конкретно, мы, так скажем, занимаемся тем, что, так скажем, занимаемся своей безопасностью в этом плане. То есть мы на 98% на сегодняшний день обеспечены именно продуктами собственного производства, российского производства. Вот. Ну, если считать Белоруссию своей, да, то есть у нас где-то процентов 15 сыра приходит именно из Белоруссии, потому что, может быть, откровением для кого-то будет, но самый настоящий сыр сейчас в Белоруссии. Да? Вот, а Додо Пицца работает только на настоящем сыре, без растительных добавок. Хорошо, а оборудование? Оборудование с этим сложнее. Мы работали и работаем сейчас на американских и итальянских печах. Вот с этим есть проблема. Обрубили сейчас поставки, и мы прорабатываем возможность работы на турецких, китайских и российских. Слава богу, как говорится, наши российские производители начали работу в этом направлении. Компания «Деловая Русь» есть такая, мы с ними плотно работаем, и они уже, так скажем, были на стадии завершения этого проекта, российской разработки. Сейчас уже форсировали и уже начинают пробные экземпляры. Мы получаем даже в сети у себя. Хорошо. Самые оптимистичные, пессимистичные прогнозы по развитию в сфере общепита? То есть, стало оборудование. Если встанет оборудование, будем работать на китайском либо российском, когда мы, так скажем, его допилим. Вот. Пока будем работать, как сказал Олег Владимирович, на китайском и турецком, может быть, да, то, что будет лучше, естественно, выберем. Вот. Дальше мы наше российское производство, я думаю, форсируем, так скажем, доведем до нужного уровня и будем работать. Если будет все правильно, если государство будет стимулировать и мотивировать этих производителей. И машиностроители поддерживают, да, говорит Олег Владимирович. Да. Очень бы хотелось, чтобы именно отечественного производителя и именно это направление государство субсидировал и помогал ему в этом направлении продвигаться. Хорошо. Стал за наших сырников.
Почему? Наш сыр. Отвечайте, Я считаю, что наш отвечайте. сыр, да, я считаю, что наш У сыр вас не кнопка хуже, была на самом красная, деле. надо было Да, нажимать. да. Наши Должен сыры с Она же оборудованием. должна же быть, эта красная кнопка, сработать. На самом деле, сыр, я считаю, что в Татарстане производят не хуже. Кстати, насчет 98%, тут, ну, у вас чуть полегче, наверное, ситуация, а вот все-таки, где точное оборудование, вот КамАЗ не поедет, если 2% нет, правильно? То есть и поэтому иногда приходится переходить на Евро-2, то есть чуть-чуть понижать как бы свои возможности. И здесь, наверное, тоже придется в какой-то части там замещать эти 2% чем-то там местным. Ну, у нас просто имеет значение именно какой продукт. Можно же сделать пиццу Mercedes, а можно сделать пиццу Lada. Вот поэтому мы вот все-таки стараемся Чтоб пока не до близиться Лады, вот, да, вот к этому уровню. Подождите, ладно, топового. отечественный производитель, ну давайте уж не будем. Конечно, ну, начали с сыров, теперь Давайте к легкой промышленности сейчас перейдем. Должен же кто-то капнуть. Хорошо. Ирина Викторовна, долгие годы говорят о том, что болевыми точками легкой промышленности всегда является, да, это высокая доля импорта, большая зависимость от госзаказов, дефицит отечественного оборудования, о котором сейчас и общепит тоже заявляет. Были ли программы вот финансовой господдержки, господдержки финансовой в сфере легкой промышленности для перехода на импортозамещение? И есть ли сегодня что-то из мер поддержки, которые позволят вам сегодня сохранить, в общем-то, бизнес? Ну, у нас, в общем-то, скажу про себя. Допустим, я свое производство переоснастила как раз буквально перед всеми этими событиями. Буквально за года два последних мы полностью переоснастили наше производство. Закупили, конечно, в основном это японским оборудованием. Естественно, я надеюсь, что в ближайшее время оно, так скажем, будет работать, слава богу. Но на самом деле, если говорить про оборудование, то у нас большинство, так скажем, наших производителей работают на турецком и на китайском оборудовании. Оно, в принципе, не такое дорогое, всегда его можно заменить, и у нас всегда есть запчасти на них. Что касается, самое главное, в чем мы сейчас вот просели, так скажем, это ткани. Своих тканей у нас нет, мы в основном все завозим. У нас есть несколько предприятий в России, которые делают, допустим, для спецодежды, для там, МВД, оборонка. У нас, да, мы делаем это. Но они очень такие узконаправленные. Допустим, все ткани, которые являются костюмоплательными группами, они вообще у нас не производятся. И поэтому как раз вот на встрече с нашим президентом мы поднимали вопрос по поводу того, чтобы все-таки возможно сделать такое, что в Татарстане построить комбинат, который будет как раз это все выпускать. Тем более, что у нас есть для этого все возможности. Мы можем спокойно даже выращивать, допустим, ту же самую коноплю, из которой можно сейчас делать потрясающие ткани. Техническую. Да, техническую, Да, Вот. подчеркнем, да, Да, технически. Лен у нас всегда вот здесь тоже, мы его выращивали. То есть, по идее, все возможности уже технически. давно были, давно есть. Они были, они всегда были в нашей стране, да. У нас также также у нас шикарный нефтехимический комплекс, да, там, скажем, у нас кластер легкой промышленности. Мы же сделали потрясающие ткани для тех же самых, для военки, которые делают бронежилеты. Это наша разработка. В принципе, если мы такие вещи можем делать, да, у нас ткани, которые мы запускаем. Ну, сшить платье из конечно, ситца, которое будет носиться. Конечно, то, конечно, да. Мы все можем. Только сейчас немножко здесь надо вот доработать это все. Притом мы выходили как раз на немцев. Они готовы нам поставить даже оборудование для этого всего. Они готовы с нами работать. То есть, в общем-то, перспективы там тоже есть. Сейчас я предлагаю обратиться к нашему эксперту, который сегодня с нами по видеосвязи. Андрей Юрьевич, насколько ваша компания сегодня импортозависима? Какие ощущения? Ну, на сегодняшний день наша компания вообще независима от импорта. И вообще наша компания уже занимается около 20 лет импортозамещением. Это тоже для нас ничего-то новое. Просто сейчас нас более лучше стали замечать, обращаться. Заказы сейчас выросли, ну, просто очень много заказов. Мы просто не успеваем, начинаем делиться, в том числе срабатываем с таким, как машиностроительным кластером, через которых начинаем работать с компанией, которые готовы поддержать и нас, и производство. Вот. И на сегодняшний день мы, в принципе, очень много что заменяем. Это в основном такие промышленность, как машиностроение, сельское хозяйство, медицина, авиация.
То есть область применения наших композитных материалов сегодня очень огромная. Андрей Юрьевич, И- один момент. Вот скажите, пожалуйста, вы 20 лет, говорите, импортозамещались. Вот, то есть вообще, если сейчас какая-то компания решит проходить этот процесс, вообще на сколько лет он может? 20 лет у вас такой плавный вход был или просто вы, как сказать, можно за год перейти? Ну, Заменить конечно, все? невозможно, потому что импортозамещение, оно относительно не имеет короткого пути. Почему? Потому что в первую очередь стоит за импортозамещением и вообще развитием, да, это наши институты, это наши технологии, это хорошие команды, которые готовы бороться за какие-то новые продукты, ну и так далее, в том числе и финансовый сектор, то есть очень доступные денежные средства для производителей. Хорошо, спасибо. Кстати, вот Андрей Юрьевич в одном из интервью тоже сказал, что по щелчку там импортозаместиться не удастся, как раз нужно вкладывать в создание инженерных институтов. Действительно, импортозамещение, помимо там... а Германия нам все равно поставит и так далее, да, помимо того, что есть другие рынки Азии, еще что-то, все-таки это мозги, если уж можно так выражаться. Технологии, разработки, инженеры, программисты и так далее, и так далее. Что с этим у нас сегодня? Ну, с этим как раз очень сложно, потому что вчера было совещание у нас в Минпромторге по поводу кадровой политики как раз. До этого тоже также мы на встрече с президентом, я озвучивала этот вопрос по поводу того, что у нас, к сожалению, не хватает кадров. И здесь не потому, что там вот у нас нет кадров или там в другой сфере, а у нас в первую очередь была большой такой демографическая яма 90-е, когда не рожали. Да, там была такая ситуация, что люди старались, как говорится, не обременять себя детьми, было очень сложно. И, соответственно, посчитали тогда, что примерно 12 миллионов не родившихся тогда детей, которые сейчас как бы должны были вырасти и как раз работать у нас, да, в наше время. Вот опять, мы сейчас все-таки говорим о кадрах таких вот элитных, да, то есть это все-таки технологии, разработки, это про очень умные специальности. Но сейчас все равно у нас достаточно много, 60 тысяч вакансий на данный момент в Татарстане на рынке, там на одного безработного 6 вакансий. Но это все рабочие специальности. Для разработок и технологий нужны мозги. Нужны мозги. Есть мозги, Сергей Васильевич, на данный момент резервы? Безусловно, есть, и мы... Резервы. И мы много что делали для этого. В частности, в 2017 году председатель правительства, еще Медведев, подписал распоряжение по созданию в Республике Татарстан инжинирингового центра прототипирования промышленного дизайна и испытательно-сертификационного центра. Это то основа, где должны разрабатываться новые разработки. И ведь сам кластер, если посмотреть его определение, это как раз та перспективная модель экономики, которая в мире активно используется. Кластер – это всегда три составляющих: государство, наука и бизнес. Ну, еще мини-модель. Государство – это всегда субсидии в виде денег на те проекты членов кластера, административный ресурс, чтобы все быстро ехало. Наука генерит инновации, а бизнес эти инновации превращает в те инновационные продукты, которые достойны конкурируют с ведущими мировыми образцами, то есть экспорт или импортозамещение для внутреннего рынка. И другой модели не дано. Безусловно, и в Набережных Челнах прорабатывался, и, насколько я знаю, прорабатывается создание вуза высшего технологического уровня, и Мишустин в своем докладе вчера сказал, что 4 уже открыты в Российской Федерации, и нам, как Татарстану, нужно тоже поторопиться, чтобы это было. Отсутствие таких великолепных вузов, где учат по высшим мировым стандартам, именно технологическим специальностям, у нас дает отток нашей молодежи. А если они уехали, уезжают 80%, это лучшие люди, где открыты эти они вузы? не возвращаются. Я так понимаю, это Москва? Они уезжают в крупные города, отток, это если брать вузы, наверное, центр машиностроения Набережные Челны, это где-то Казань отвлекает, где-то Москва, Санкт-Петербург, а где-то и То есть вы считаете, что вуз нужно открывать именно в Татарстане? Вот что касается машиностроения, это именно... понятно, что бы сказал еще Олег Это Владимирович? именно центр машиностроения, я с Олегом Владимировичем согласен, не только я согласен, и президент республики с этим согласен, то есть это должны быть Набережные Челны. Он официально признал центр, на день машиностроения, куда он ездит, празднует? Конечно. Конечно, в Набережные Челны, это однозначно. Кроме вуза, мы должны еще обеспечить высокотехнологичные места. Что может произойти, если высокотехнологичные места не появятся на наших предприятиях? Мы их выучим лучшим мировым стандартам. А работы не дадим.
И они уедут работать туда, где больше платят, где интереснее То есть работать. надо удержать То есть мы высокопроизводительные производителей. рабочие места, это означает, что это еще и высокая заработная плата. И тут очень тесно все взаимосвязано с повышением производительности труда. Цифровизация, автоматизация, роботизация. Вот если мы этот путь вместе не пройдем, мы получим проблемы в реальном секторе экономики, в частности в машиностроении. И учитывая, что Мишустин сказал, мы будем поддерживать создание вузов высшего мирового уровня в регионах. Надо за это хвататься, надо нести сюда эти деньги, в Республику Татарстан, и, безусловно, и следующие этапы прорабатывать. Но это все равно долгосрочный проект. Мы же понимаем, что вуз надо открыть, потом нужно отучить и так далее. А нам нужно здесь и сейчас. Вот, например, оборудование вот уже прослужит. Вот у нас сейчас, пару я лет. с Сергеем Васильевичем чуть не соглашусь, нажму красную кнопку. Ну, нажимайте, да. Да, я кнопку с не ним, конечно, я распутать, ее очень часто поддерживаю, но вот здесь я не соглашусь. Сейчас наша страна находится чуть-чуть не в рыночной То есть не обстановке. применяется стандартная модель. Конечно, да? когда мы конкурируем внутри своей страны и будем конкурировать со своими регионами, да, конечно, нам нужен вуз. Может быть, не супер сверхтехнологичные будут наши рабочие места, не оцифрованные, и, конечно, к этому надо стремиться. Но вуз нужен обязательно именно у нас в Татарстане. Наша сейчас задача, как в том анекдоте про медведя. За нами бежит медведь, и нам внутри страны нужно стать лучшими. Это здоровая конкуренция. Чтобы мы были лучшим регионом, нам нужно сейчас начать пылесосить людей со всей страны. Устроить а-ля 60-е, когда строился КАМАЗ, когда комсомольская стройка, нужно конкурировать внутри себя. Если мы сможем собрать сейчас, прямо как вы сказали, в данный момент всех людей, специалистов, мы сможем завлечь внутренних наших инвесторов и начнем быстро воссоздавать Ну и импортозамещение. форсируя все события. Я прерву Олег Владимирович, потому что новости Татарстана рвутся в эфир, а мы прерываемся на новости Татарстана, потом продолжим, не переключайтесь. Нет, я с вами согласен. Кубыс – древнейший музыкальный инструмент на ТНВ в программе «Каравай». Устали решать бесконечные проблемы? Поставим точку. Делаем новости вместе. Между нами только экран. Лечение варикоза без боли, разрезов и госпитализация в Московском сосудистом центре на Закиева. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Забота – это приятные хлопоты и радостное беспокойство о тех, кого ценишь. Вклад «Алтын» до 20% годовых от Акбарсбанка. Оберегаем и храним. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». ТНВ теперь и на Рутуб. Выпуски программ, актуальные сюжеты, документальные фильмы и интервью на нашем Рутуб-канале. Подписывайся. Актуальные новости, прямые эфиры, выпуски программ и острые сюжеты в группе ТНВ ВКонтакте и в телеграм-канале ТНВ. Подписывайся. Дети на дорогах. Будьте внимательны. Мы все хотим стать успешными. Решить самую сложную в мире задачу. Жить так, чтобы захватывало дух. Всегда быть первым. Стать тем, в ком нуждаются тысячи, и дарить им надежду. Но всего этого
может не быть. Научите ребенка безопасному обращению с огнем. Спасем наше будущее вместе. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Олег Мыльников, и прямо сейчас о главных событиях к этому часу. Итак, вот она, долгожданная весна. В Татарстане резкое потепление, снег стремительно тает. Реки выходят из берегов. В Буинске и Нурлатском районе под воду ушли 3 моста. Паводок разлился и под Казанью. В некоторых поселках Лаишевского района образовались мини-озера. В итоге ни проехать, ни пройти. Жители Озерной долины и Тургая последствия наступления большой воды выложили в соцсети. А впереди не менее теплые выходные. Юлия Гоголева о тех, кто в зоне риска. Поселок Тургай. Все затоплено. Эти кадры в самом центре поселка Тургай в Лаишевском районе сделаны пару дней назад. Сейчас воды здесь гораздо меньше. Жители оперативно прокопали канаву, по которой талые воды уходят в местную реку Каипка. На протяженности 2 с лишним километра снег потихонечку тает, и у нас вода уходит. На другой улице в том же поселке вода еще стоит. Здесь канаву не прокопаешь, говорят представители администрации. Зима была снежная, а дорога и дома в низине. Там дорогу надо поднимать. Там вода стоит, она каждый год будет стоять, пока дорогу не поднимем. А без денег пока, сами знаете. Там много денег нужно. Больше всего жителей Тургая сейчас беспокоит состояние реки Каипка. Река уже вскрылась, ситуация вроде бы под контролем, но все может измениться в считанные часы. Вот какой выдалась здесь весна в прошлом году. В прошлом году здесь 2 больших льдины встали, перекрыли русло речки. Вся вода вышла из берегов и пошла по домам. От разлива реки Каипка в прошлом году в этом поселке пострадало около 30 домов. Вода пошла и на ту сторону реки, и сюда, прямо на дорогу. Чтобы в этом году ситуация не повторилась, еще летом здесь укрепили берег, насыпали грунт и установили вот эти плиты. Искусственная насыпь. Насыпали мы ее, отсыпали, утрамбовали. Думаем, что в этом году таких моментов уже не будет. В 30 километрах от Тургая, также под Казанью, другой коттеджный поселок Озерная долина. В прошлом году из-за резкого таяния снега и дождей подтопило около 200 домов. Сегодня уже в 3-й раз сюда приехали сотрудники МЧС, мониторят ситуацию. 2 недели назад выдали предписание расчистить русло. Местные жители сделали это как могли. Обрезали ветки на склонах, но, как видим, мусора еще много. Когда лопату беру, когда вот эту мотыгу, чтобы вода уходила. Любовь Шульга – одна из тех, кого в прошлом году затопило. Каждый день она теперь выходит и вручную вычерпывает талую воду. Боимся прошлого года, потому что нас очень сильно затопило. На соседней улице вода уже бурлит. И хотя заблаговременно там сделали специальный желоб для талых вод, без резиновых сапог здесь все равно не обойтись. А это уже Нурлатский район, Новоиглайкинское сельское поселение. К мосту, который соединяет деревни Светлое озеро и Новое Иглайкино, жители приходят каждый день. Они следят за уровнем воды. Еще свежие воспоминания, когда река Кондурча вышла из берегов и отрезала от мира 9 домов. В этом году здесь заблаговременно расчистили русло, мостовые трубы и провели чернение льда. На сегодня река уже вскрылась, но пока до критических отметок вода не доходит. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Чемпионы чистой воды. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов чествовал ватерпольный клуб «Синтез». Команда в 3-й раз подряд стала чемпионом России. Коллектив под руководством нового главного тренера Реваза Чамахидзе выиграл почти все матчи чемпионата. Особенно ценно то, что в составе команды только российские игроки, подчеркнул президент. И все они воспитанники татарстанских спортивных школ. За каким кубком поплывет «Синтез» через неделю, расскажет Рамиль Галиуллин. Рустам Минниханов чествует гордость республики – ватерпольную команду «Синтез». Кубок победителя у татарстанских пловцов 3-й год подряд. В истории клуба это 4-я победа в чемпионате России. Президент отмечает, очередной триумф – результат планомерной работы всего коллектива. А юным ватерполистам есть на кого равняться. Наша задача, чтобы как можно больше
бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов, площадок были доступны для нашей молодежи в каждом дворе. Путь к медалям начинается с ближайших к дому спортобъекта. Хочу еще раз от всей души поздравить вас с завоеванием чемпионского титула. Уверен, команда продолжит достойно представлять нашу республику на спортивных аренах. Характер, скорость и борьба до последних секунд. Только так становится лучшей командой страны. В решающем поединке со счетом 12-8 «Синтез» одолел волгоградский «Спартак». После финального свистка настоящий всплеск эмоций. В этом сезоне команда выиграла 26 матчей чемпионата из 28. Но несмотря на это, сохранить титул было непросто, говорят в коллективе. Наверное, тяжелее защищать титул, чем стать, наверное, даже первым. Потому что, когда ты становишься первым, каждый хочет отобрать, каждый хочет доказать что-то. И в каждой игре против чемпиона по-особому настраивается. Поэтому этот третий раз, наверное, тоже был тяжелый. По ходу чемпионата у «Синтеза» сменился тренер. На смену Марату Закирову был приглашен именитый Ривас Чумахидзе. Именно он привел команду к чемпионству. Я не встретил никаких проблем по принятию команды, по подготовке команды непосредственно к финальной части чемпионата. И, может быть, в некотором смысле были проведены некоторые изменения, несомненно. Но все бы это было бы невозможно без слаженной работы всех звеньев и всех заинтересованных лиц в успехе нашей команды. С Ривазом Бадуровичем все по-другому. Так что все задания, тактика, все поменялось. Ну, мы достаточно быстро среагировали на это, адаптировались, и результат говорит сам за себя. Нынешний состав «Синтеза» стал золотым во всех отношениях. Команда полностью состоит из российских игроков. На 80% из татарстанских воспитанников. Анвар Галимзянов прошел путь от юниора команды до тренера вратарей. Говорит, для занятия водным полом в республике созданы все условия. Сегодня в Татарстане работают больше 260 бассейнов. Одно дело, когда ты играешь за свой родной клуб, в котором ты рос, в котором тебя воспитывали, в своих родных стенах. И немного другое, когда ты приезжаешь в другой город и работаешь в другом коллективе, условно говоря. Здесь же у нас везде колоссальная поддержка на всех уровнях идет. И очень сильная спортивная школа, начиная от самых маленьких детей и заканчивая нашими профессиональными спортсменами. На протяжении многих лет идти к чемпионским титулам помогает руководство республики и спонсоры клуба. Особые слова благодарности спонсорам команды. ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Казань Арсинтез». Болельщикам, которые всегда поддерживают, ваши семьи, друзья, ну и все татарстанцы, которые болеют за нашу команду. Ватерполисты поблагодарили Рустама Минниханова и вручили ему памятный мяч с автографами и книгу об истории клуба. Несмотря на победу в чемпионате России, времени на отдых у команды нет. Уже на следующей неделе «Синтез» начнет путь за новым трофеем. 15 апреля стартует Кубок России. К слову, там наша команда является действующим победителем. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Госсовете Татарстана на круглом столе обсудили российскую концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Документ по поручению Владимира Путина утвердили в начале этого года, и началась реализация на местах. Главное, на базе всех общеобразовательных организаций должны заработать спортклубы и 90% детей систематически заниматься спортом. Какие проблемы уже возникают и почему Минспорт и Минобр не могут наладить взаимодействие? Прения сторон выслушал Дмитрий Аринин. Я как практик каждый день сталкиваюсь и не могу найти ответа. На эти вопросы ответы непростые. Как концепцию реализовать на практике, сегодня обсуждал широкий круг экспертов. Как решено на федеральном уровне, все спортивные школы, а их в Татарстане 170, должны получить статус образовательных учреждений и работать по лицензии. Возникли опасения, смогут ли спортивные школы продолжить работу, если не находятся в общеобразовательных школах. Дети одни. Претендуют на них и как образование, так и спорт. И места занятий у нас с вами тоже одни. И вот как выйти? Как объяснили в Минобре Татарстана, по этому поводу беспокоиться не стоит. Предусмотрен механизм заключения договоров сетевого взаимодействия со школой. Сетевая форма взаимодействия.
У меня есть тренеры, у меня есть программа, но ресурсы, которые необходимы для реализации этой программы, ну, например, спортзал, мячики и другое оборудование, оно находится в школе, и дети находятся в этой школе. Заключается вот этот договор, где мы совместно, вместе со школой, реализуем эту программу. На этом этапе между спортивными и общеобразовательными школами порой возникает ряд несостыковок. Хотелось бы, чтобы нас пускали и в воскресное время в эти залы. Есть школы, новые школы, которые не пускают почему-то нас. Очень многие школы работают на пределе, и они в воскресенье хотят отдохнуть. Да? А в воскресенье надо, чтобы двери открыть, туда клининг должен выйти, охрана должна выйти, там еще кто-то должен выйти. Клин вбивает и вопрос денег. Спортшколы хотят проводить свои тренировки, а школам выгоднее устраивать платные занятия. Побывав в одной школе, я говорю, давайте будем развивать вот дзюдо. Нет, у меня будет кикбоксинг здесь, вот мне чемпион Азии, там, хорошо, говорят, оплачивают за аренду, я буду пускать его, лично мне вот даже. Поэтому вот это стало сейчас уже проблемой для нас. На самом деле федерация борется за школы, то есть федерация по видам спорта. Особенно сейчас идет борьба за наши вот эти новые школы, которые на 1224 места, которые фантастическая инфраструктура, 2 бассейна и так далее. Да, конкуренция это как в спорте, конкуренция. Нет, от конкуренции-то мы не уйдем никуда, это понятно. Каждый захочет оторвать самый лучший пирог. Нет, но пути решения все-таки какие есть. Понятно, мы не говорим там, где учитель хочется, какой-то, может быть, разработать нам тоже план действий в этом направлении, дорожную карту, определиться, посмотреть, в каких школах вообще ничего нет, и предложить этим. Как наладить взаимодействие, будут обсуждать и далее. Сейчас в различных спортивных секциях республики занимаются более 300 тысяч детей. Это 70%. По федеральной же концепции этот показатель нужно составить 90%. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. 90 татарстанских предприятий вышли на биржу импортозамещения. Новый онлайн-сервис «Республиканский маркетинговый центр» был запущен в связи со значительным повышением спроса на российскую продукцию. Цифровая площадка создана для прямой коммуникации отечественных производителей и заказчиков. Все для того, чтобы в полной мере снабдить рынок своим товаром и комплектующими, а также построить новые логистические маршруты. Одна из таких компаний – завод стеклопластиковых труб в Зеленодольском районе. Почему они одними из первых зарегистрировались на так называемой площадке знакомств, спросил Рамиль Галиуллин. Сейчас происходит процесс намотки стеклопластиковой трубы. Здесь все как в игре по струнам, только не музыкальные. Сотни стеклянных волокон тоньше человеческого волоса сплетаются воедино. Так создается продукт, который сегодня нужен нефтяникам. Объем товара здесь измеряется в километрах. Производительность завода около 300 километров в год. В зависимости от нужного давления различаются слои. То есть, чем больше давления нужно получить на трубе рабочей, тем больше толще будет сама труба. После того, как нити намотаны, трубы проходят специальную термическую обработку. Вот в этой печке внутри, в специальных барабанах, трубы проходят от 80 до 200 градусов. Именно такая татарстанская технология позволяет трубам, качающим нефть, выдерживать запредельное давление. Компоненты для их создания везут из экономической зоны Алабуга. Сейчас, в период действия санкций, спрос на продукцию завода особенно велик. Основные заказчики – крупнейшие нефтяные компании России и страны ближнего и дальнего зарубежья. 70% примерно за границу идет, а 30% остается в России. Любой кризис – это время возможностей. Скажем, если мы, допустим, получили какие-то внешние ограничения, скажем, на приобретение импортных комплектующих, но зато мы с нашего рынка ушли даже конкуренты, и это здорово. Шансом выйти на новых потребителей стала так называемая биржа импортозамещения. Это республиканский маркетинговый центр. Он работает на базе площадки Минпромторга. Общая система заработала месяц назад из-за повышенного спроса на отечественную продукцию промышленников. Не биржа в классическом понимании, потому что у нас уж такой 100% не биржевой товар. Потому что мы работаем индивидуально с заказчиком. Идут те через эту биржу, те, кто, скажем, брал западные трубы. И сейчас озадачен тем, как их заменить. Именно импортозамещение заключается в том, что научиться производить. Вот это ресурс для того, чтобы научиться
производить. Новая площадка позволяет покупателю и продавцу общаться друг с другом напрямую, а значит без посредников. На сервисе заказчики публикуют свои запросы на промышленную продукцию, а поставщики направляют свои цены и предлагают аналоги. 90 республиканских компаний уже зарегистрировались или готовы подключиться к работе. Но, по словам экспертов, не все районы республики охотно пользуются цифровыми сервисами. Мы обратились к главам с просьбой: главы, соберите потребность, мы их опубликуем. Какая-нибудь запчасть для газонокосилки, может быть, ее на КамАЗе сделают, или, значит, в Идее сделают, или в Кипмастере сделают. Но вы скажите, что она нужна, чтобы мы внесли вот в тот каталог. Ну, к сожалению, вот вчера из 6 районов, кроме Нижнекамска и Челнов, ну, Нижнекамский, Челны, передовые, да, а другие 4 района, не буду называть, 0-0. Потребность 0, предложение 0. Ну вы хоть предложите что-нибудь импортозамещающее. Сегодня в реестр РМЦ внесено больше 100 тысяч наименований товаров. Скоро в федеральную базу собираются включить не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжить работу в России. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Татарстан собрал более 1000 писем в рамках акции «Защитникам Отечества». Она стартовала в начале марта и призвана поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Теплые слова пишут и дети, и взрослые со всей республики. Отправляют и рисунки. Каждый может принять участие во всероссийской акции. Свои пожелания можно отправить по электронной почте, СМС или WhatsApp Общественной палаты Татарстана. Здравствуй, дорогой солдат. Я знаю, что ты находишься в опасных условиях и, возможно, не можешь ответить. В этом письме я бы хотела поблагодарить тебя за все твое мужество, отвагу, благородство и храбрость, за все твои заслуги, которых неисчислимое количество. Я говорю тебе 1000 раз спасибо за то, что служишь Родине и на благо народа. Действительно, они выполняют такую героическую задачу по защите нашего Отечества. И в рамках этого я вижу единение народа. В Татарстане в этом году увеличат посевы сои в 3 раза. Эта культура капризная, она требует особых условий выращивания, но при этом выгодная с экономической точки зрения. Востребована она у аграриев. Сегодня Россия обеспечивает себя этой культурой только на 60%, остальное завозится. Перед сельхозпроизводителями сейчас стоит задача импортозамещения. Почему к сое такое внимание и готовы ли татарстанские селекционеры предложить семена? Ответы у Вероники Гайнудиновой. Соя перспективный выгодная культура. Россия мало выращивает сою, а экономически это выгодная культура. Аграрии вынуждены компенсировать дефицит импортом. Как увеличить производство сои, как привлечь аграриев к этой культуре и как ее выращивать, обсуждают на семинаре сельхозпроизводителей. Россия обеспечена соей на 60%. 40% – это ввозимое сырье. Это одна из самых высокобелковых культур, абсолютно необходимая для кормового производства. То есть все животноводство, птицеводство не может обойтись без сои, потому что она занимает в объеме питания мало места, но очень питательная и составляет до 30% рациона в свиноводстве и в птицеводстве. В Татарстане в прошлом году аграрии посеяли 5000 гектаров сои. Урожайность 13 центнеров с гектара. Больше всего ее выращивают в Спасском, Алькеевском, Алексеевском, Буинском районах. У нас имеется свиноводческая ферма. Соя является ценным белковым кормом для свиней, поэтому мы возделываем для своих целей сою. А наше хозяйство является семхозом, мы сами подготавливаем семена. Технологии уже мы освоили, разные сорта попробовали. В республике выращивают сою 15 сортов. Есть и зарубежные, и российские. В Татарстане вывели и свой – милеуша. Она менее капризна, чем европейские сестры. У нас все свои возможности полностью закрыть потребности в семенном материале для всей страны и для Татарстана. На подходе у нас еще есть перспективные линии, которые в ближайшее время мы будем подавать на патент, соответственно, будут новые сорта. В этом году в республике планируют увеличить и площади посевов в 3 раза. Развитие животноводства нас подвигает к тому, чтобы мы развивали эту культуру. Сбалансированный корма и так далее. Да, то есть, это для нас
очень востребованы, потому что во многом соя, она у нас привозная, да, то есть как бы для кормления животных. Поэтому нам самим нужно развивать высокобелковые культуры. Эта культура требует особых агротехнологий, правильного выбора сортов и средств защиты. Сейчас внимание аграриев приковано именно к кормовой сое. Выращивание пищевой еще только начинает развиваться. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузякметов, ТНВ, Казань. По предварительным итогам переписи населения России составило 147 миллионов человек. Много это или мало? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Развитие химико-индустриального технопарка «Черчик» сегодня Рустам Минниханов обсудил с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хурамом Тишабаевым. Напомним, технопарк с участием президента Татарстана открыли в марте в Ташкентской области Узбекистана. Комплекс создается при сотрудничестве с казанским технополисом «Химград» и призван дать серьезный импульс для развития малого и среднего бизнеса. Первыми резидентами стали татарстанские компании по выпуску пластика, средств защиты растений и биологически активных добавок. Правительство Татарстана утвердило план подготовки и проведения ИСГ Болгар-Жиины. В этом году он приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Распоряжение подписал премьер Алексей Песошин. В день празднования, 21 мая, пройдет ярмарка народных промыслов Татарстана. На территории старинной мечети будут лекции на тему ислама, уроки намаза, мастер-классы по завязыванию платка и оформлению челмы. Также планируется фотовыставка, интерактивная площадка по арабской каллиграфии, Кубок мира по борьбе Кареш, Всероссийский форум религиозных деятелей. Татарстанцы хотят читать газеты и быть в курсе последних новостей. Это показывает весенняя подписная кампания. Жители республики активно выписывают периодику и журналы. Возможно, на это повлияли и цены, которые решено было сохранить на уровне прошлого года. Татмедиа определила даже самые читающие районы Татарстана. В топ-5 вошли Азнакаево, Буинск, Черемшан, Аксубаево и Елабуга. Как видим, читают и города, и на селе. 14 апреля завершается Всероссийская декада подписки. Как можно оформить любимые издания онлайн? Алия Хайруддинова. Наши журналисты все работают уже над следующим номером сегодня, потому что у нас вышел, как раз вы прям попали, новенький, свеженький апрельский номер. Глаголом «жечь сердца людей». Такой путь к читателям больше века назад выбрали авторы журнала «Татарстан». Общественно-политическое издание за это время не раз меняло название. «Вестник», «Коммунистический путь», «Путь Ильича», «Коммунист Татарии», «Татарстан». Верными оставались подписчики. На протяжении всех этих долгих лет наши подписчики, они всегда с нами, нас поддерживают их дети, внуки, правнуки. Каждые полгода организовываем новую подписную кампанию, обещаем там иногда какие-то призы. Тираж журнала почти 5000 экземпляров. Более половины выписывают жители Татарстана и других регионов. Остальная часть попадает в киоски. Любое издание всегда на связи с подписчиками. Естественно, наши темы рождаются из общения, с теми людьми, которые вокруг нас. Есть очень читающие районы, которые оформляют очень много подписки, и благодаря им мы, в принципе, подписку не роняем, а идем только вперед. Сегодня республика входит в число самых читающих регионов России. Общее число подписчиков изданий Татмедиа порядка 230 тысяч. Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке, в этом году здесь цены на подписку решили оставить прежними. А чтобы сэкономить на бумаге, которая подорожала как минимум вдвое, издания перешли с мелованной бумаги на офсетную. Несмотря на всю эту ситуацию в стране, мы решили в этом году не повышать цены. Количество подписчиков каждый год не уменьшается. Есть варианты, мы недавно запустили эксперимент в маркетплейсах, сейчас по всей России продаются татароязычные газеты, журналы. В любой точке России сегодня в Wildberries, в Озон можно купить наш журнал. Это удивительная возможность, и действительно люди активно этим пользуются. У нас много покупателей в Башкирии, Новосибирской области, Челябинске. Сейчас в России идет декада подписки. У жителей республики есть возможность до 14 апреля получить скидку до 13% на все издания Татмедиа. А это 80 газет и 14 журналов. Подписаться на газеты и журналы можно во всех почтовых отделениях, а также на сайте Татмедиа и на республиканском и российском портале госуслуг. Выберите то, что удобно для вас. Алия Хайруддинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. И в завершении выпуска предлагаем вам посмотреть, как радуются весне гепарды в зоопарке «Река Замбези». Лечение варикоза без боли, разрезов и госпитализация в Московском сосудистом центре на Закиева. Карта платежной системы МИР от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Город курток. Новинки по старым ценам. Адаратского 4. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Доверьте зрение опытным врачам. Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». Запись по телефону 202 202 8. Хотите быстро и безопасно купить или продать квартиру? Обращайтесь в компанию «Жилье Групп». Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Насыщенная деловая программа, отраслевая выставка с 19 по 21 апреля в Казань-Экспо. Совершенный дизайн, превосходство интеллекта и технологичности. Это новый 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Полностью иностранная сборка, системы активной безопасности ADAS и беспрецедентная гарантия 7 лет или 200 тысяч километров пробега. Кредит по сниженной ставке с антикризисной поддержкой Chery Direct и выгодой до 450 тысяч рублей. Автомобили в наличии в Луидор. Звони 8 800 2002 402. Здравствуйте! О погоде на ближайшие сутки после полезной информации. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево южный циклон вновь нагонит тучи, но осадки маловероятны. До 10 градусов тепла днем. Без осадков и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге теплая погода сохранится. В Агрызе, Менделеевске, Таныше небо затянет облаками, но вероятность осадков будет небольшой. Под влиянием юго-восточного циклона и в Арске, в Кукмаре-Балтаси будет преобладать облачная и ветреная погода. Осадки не прогнозируются. Ночная температура станет выше, до плюс 4, а днем плюс 11. В Болгаре, Држаном, Буинске ни снега, ни дождя. Будет тепло, плюс 10, а местами и до плюс 15. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше воздух уже пропитан свежестью и согрет весенним солнцем. Вокруг все расцветает и хочется дышать полной грудью. В ближайшие дни теплая погода сохранится. Карта Акбарсбанка платежной системы МИР для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание. До 10% на остаток. Оформите на akbars.ru. Карта платежной системы МИР от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание. До 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Рост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Рост». Были бы оба сустава целы.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается переменная облачность без осадков. Ночью +5, а днем 10 градусов выше нуля. Ветер южный умеренный до сильного. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. АО «БТИ РТ» проводит мега-розыгрыш подарков в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Приветствую еще раз всех телезрителей. Тема сегодня – импортозамещение, пути решения. Обсуждаем с нашими замечательными экспертами. Уже была первая часть программы. Остановились мы на том, что для импортозамещения помимо всего необходимы еще и мозги, кадры. Госзаказ. Направление. Госзаказ, да. Давайте вот кадрами, про кадры добьем. Что нужно еще? Могу еще по кадрам сказать то, что мы кадры сейчас... У нас есть такая площадка замечательная, как WorldSkills, да, где мы как раз начинаем обучать детей с 12 лет. У нас первая категория – это 12-14, да, такая. Потом у нас 14-16, 16 уже старшие, до 22 лет, которые у нас занимаются. И вот как раз оттуда у них очень хорошая база. Они на все эти соревнования есть, они учатся, они развиваются. До этого они ездили и за рубеж везде, да, и они, когда это все видят, они заряжаются этим всем. Ну, потом же их удержать надо и уберечь, и дать им уже другое. Все-таки WorldSkills – это о среднем образовании? Это среднее образование. Да? Зачем? Они же потом дальше идут. Ну, понятно, им нужна вышка. Вышка хорошая нужна. Да, там очень хорошие, кстати, мозги. Сейчас вот у нас сейчас идет демо-экзамен, где, допустим, я как главный эксперт по технологии моды, я уже сейчас отсутствую, а там присутствует уже наша победительница, и она меня замещает спокойно. И мы понимаем, что это единичные, штучные, действительно, штучные специалисты. Андрей Юрьевич, есть что добавить по кадрам? Как у вас там? Есть, конечно, очень хотелось бы обратить внимание на институты, наши институты, технические особенно, которые бы, конечно, чтобы прекратили быть коммерческими какими-то проектами, да. Хотелось бы, чтобы они стали некими храмом науки, да, который, допустим, позволял бы студентам ездить по различным предприятиям, участвовать или посещать какие-то выставки, да, чтобы они самореализовывались, то есть видели, что есть новое в мире, да, чтобы все вот эти наши институты могли закупать самое лучшее оборудование, чтобы человек, который учится в этом институте, мог приходить на предприятие и удивлять своим знанием. А не так, как сейчас получается, что человек приходит с института на предприятие, и он, можно сказать, практически ноль в каких-то направлениях. А хотелось бы, чтобы это произошло наоборот. Разрешите мне, все-таки лучший пример подготовки кадров Республики Татарстан, мы далеко ходить не будем, это Алабуга Политех. Вот эта модель, которая должна масштабироваться и не только по территории Республики Татарстан, но и по территории Российской Федерации. Это тогда, когда заказчик предприятия оплачивает, это колледж, оплачивает студента колледжа обучение, студент ничего не платит, поступает на конкурсной основе. Самые востребованные специальности, те, которые этим предприятиям нужны, особая зона, мехатроника, робототехника и все остальное, тут же им строится жилье. С первого дня они работают на предприятии заказчики,
получает зарплату от 18 тысяч и самые способные до 80 тысяч рублей. Человек, который пришел со школьной скамьи после 9 класса, такие деньги может получать по способностям. И к окончанию колледжа у него квартира готова, льготная ипотека, пожалуйста, и рабочее место, к которому он уже привык, где он уже все знает. Вот этот вот пример, а сейчас уже набрано 500 человек, ребят, вот в сентябре месяце был набор, этот пример нужно обязательно тиражировать и масштабировать. Сегодня вы говорите о проблеме инженерных кадров, это проблема номер 2. Проблема номер 1 сегодня это рабочие кадры. Вот как раз выпускники колледжев сегодня должны к нам приходить. И вот то, что у нас Старпласт сейчас сказал, что они когда приходят и ничего не знают, дуальная система образования с первого дня. Поработал, поучился и поработал именно на том предприятии, на том оборудовании, где тебе в дальнейшем придется проводить свою производственную деятельность. Но ведь просто в вопросе импортозамещения, если мы говорим о разработках и о технологиях, все-таки это не эти кадры, не рабочие кадры решают. Рабочие кадры включаются в процесс, но нам сегодня нужно придумать то, с чем работать и так далее. То есть получается, что подготовить студента, чтобы подготовить себе высококвалифицированного специалиста, нужно практически со школьной скамьи вести в университете, давать чуть ли не с первого курса ему лаборатории, возможности и так далее, уже обеспечивая хорошей зарплатой, обеспечивая еще более высокой зарплатой при приеме его на работу после, но ему еще необходимо ведь дать и возможность чем работать, над чем работать. То есть у него же должно быть, что ты должен разработать вот это. И, по идее, предприятие должно лет 5, возможно, ждать, получится что-то или не получится у него придумать, разработать суперматериал или не получится. Вообще, насколько этот работодатель сегодня готов это сделать? Сегодня все-таки лучшие инновационные разработки делаются в узкоспециализированных институтах и университетах, в лабораториях. Сегодня они в России есть. Сегодня все знают, что делает Питерский политех, все знают, что делает Бауманка. И предприятия, которые являются заказчиками на эти инновационные разработки, они их и получают. Другой вопрос, что это сегодня стоит дорого не всем по карману, но есть же 218-е постановление, где можно 50% привлечь в государство, пусть оно не такое простое, а где мы простые пути выбираем. То есть господдержка была, ее, безусловно, сейчас как-то надо упростить, и чтобы вот это сотрудничество технического вуза и предприятия было ближе. У нас 4 сессии проводили стратегические по взаимодействию технической науки в Татарстане и предприятий. Ну, вы, наверное, знаете, москвичи приезжали, профессионально провели все сессии. И вот по результатам одной из сессий, где мы принимали участие, приняли решение о создании на нашей платформе национального альянса. Регистрируются вузы, регистрируются предприятия, между собой начинают общаться. То есть вот такие площадки общения тоже нужны. Потому что вузы обвиняют предприятия. У нас такие шикарные инновационные разработки, вы ничего не берете. А предприятие говорит, а вы, что вы там разрабатываете, мы вообще не знаем, это кому нужно. Нужно нужно сегодня имеющуюся науку хотя бы коммуникации нормально обеспечить вместе с промышленными предприятиями для того, чтобы они между собой могли взаимодействовать. Даже пример Республики Татарстан, вот короткая сессия, показала, предприятия говорят, а я это заказываю в Самаре, а я это заказываю в Питере, я заказываю в Москве, я заказываю в Томске. Я говорю, а у нас же это тоже все есть. Ну, мы к вам обращались, кто-то косо посмотрел, кто-то не так что-то сказал. Вот все же везде и человеческий фактор. Может быть, действительно у нас это есть. Поэтому это взаимодействие нужно обязательно наращивать и через коммуникации действительно выходить на нормальное, хорошее взаимодействие. Хорошо. Андрей Юрьевич, есть что добавить, да? Да, я бы хотел добавить одно, что я бы, конечно, больше обратил внимание на малые тоже предприятия. Такие вот небольшие предприятия. Вот у нас в городе Набережные Челны есть такой промышленный парк, Кипмастер называется. Вот, на этих территориях много небольших предпринимателей, которые в аутсорсинге участвуют с крупными предпринимателями. И вот этот симбиоз, который здесь получился, он настолько удачный, да, что они его просто растиражировали на территории Набережных Челнов, да, ну и где-то еще за территорией. И хотелось бы, чтобы вот именно такие предприятия, как Кипмастер, да, который предоставляет дешевую аренду, помещения, там, инфраструктуру соответствующую, да, распространялся не только по Татарстану, но и по России. И, соответственно, вот эти предприниматели, у них нет возможности иметь лабораторию, нет возможности там более какой-то серьезной наукой заниматься, чтобы они могли обращаться как в институты, как некий храм науки, да, где бы им это могли помогать. То есть большие предприятия, я понимаю, у них есть возможности растить своих так называемых работников, а малым предприятиям нет таких возможностей, поэтому им нужно помогать с точки зрения того, что пришел,
не за деньги там освоил бюджет какой-то федеральный, да, а просто чтобы могли им помогать. То есть в разработке в чем-то там, в оборудовании, в обучении и так далее. Понятно. Хорошо. Спасибо, Андрей Юрьевич. Еще ряд экспертов заявляет, что сегодня не нужно говорить о том, что необходимо замещать импорт, а нужно просто увеличивать конкурентоспособность на рынке. В современных реалиях вообще это возможно? Или это вообще это друг друга Сейчас с кем конкурировать? С импортом? Импорта нету. Поэтому мы сейчас конкурировать будем между собой. Ну, понятно, что у нас есть в автомобилестроении и КАМАЗ, и Урал, БелАЗ где-то, но 50% рынка свободно совершенно. Сейчас делай не хочу. Сейчас самый такой момент, когда нужно нам развивать свою промышленность. Тут сейчас нету ни рыночных отношений, ни большой конкуренции. Поэтому сейчас есть большая возможность. Мы за эти годы, начиная с 90-х, заканчивая сейчас, мы нарастили огромный объем, где нам нужно развиваться. Мы не давали возможности нашим предприятиям развиваться. Заходили качественные, дешевые, недорогие товары, китайские, может быть, европейские, а наших товаров не было. Сейчас у нас есть возможность все это заместить. Поэтому я думаю, что сейчас у нас будет большая возможность. Но нам нужно просто это сделать сегодня, здесь и сейчас. Вот, Артур Николаевич. Ну, на самом деле, с Олегом соглашусь, потому что почему китайцы производят для всего мира? Потому что производят в больших объемах. И перебить китайцев, у них тоже заработная плата сейчас высокая становится, они там часть производства уже сносят и во Вьетнам, и в Малайзию, потому что там дешевле рабочая сила. А вот с точки зрения объемов, потому что у нас, ну, приходит ко мне, например, там в свое время, там лет 6-7 назад, приходили ребята, например, хотели делать те же лампы светодиодные, и когда мы вышли на китайцев, нашли там, ну, исходные материалы, посчитали там довести сюда, посчитали там изготовить с нуля, получалось все время дорого. Почему? Потому что китайцы производят эшелонами. И эти эшелоны большими объемами, соответственно, цена падает. И если мы 44-й и 223-й говорим про то, что основное как бы направление и на что смотрит покупатель в лице государства, в лице крупных компаний, единственный критерий — это, конечно, цена, то тогда мы сами себя загоняем как раз в угол и не даем развиваться тем производителям, которые готовы что-то делать. Если мы все-таки будем смотреть, вот Минпромторг, опять же, Российской Федерации разворачивается в этой части и говорит, мы будем все-таки госзаказы давать именно товаропроизводителям, будем их раздевать и смотреть, насколько они действительно производят ту или иную продукцию в той или иной степени в Российской Федерации, потому что полностью там на сегодняшний момент невозможно, наверное, сделать. И понимая это, давать заказы именно производителям, то как раз вот рост в этих точках и будет происходить. И он происходит на самом деле. Хорошо, сейчас еще раз к теме коммуникации, о которых мы говорили. Вот сейчас коммуникации, скажем так, на тех самых биржах импортозамещения, которые появились у Минпромторга России, да, с «Газпромом». Центр импортозамещения, который создан в Татарстане на базе регионального маркетингового центра, на этой неделе в Сколково презентовал Яков Вениаминович Геллер. Накануне мы с ним записали с ним интервью, предлагаю послушать. Ну, Яков Вениаминович, как всегда, конечно, интервью было очень большим, мы оставили с трудом 2 минуты. Предлагаю послушать, а потом обсудить. В маркетинговом центре в нашем мы открыли вкладку импортозамещения, и она разделена на 2 значимые части. Первая часть, левая колонка мы называем, мы туда выбрали все то, что по нашей информации было закуплено. Более чем 100 тысяч номенклатурных позиций в прошлом году были закуплены только у недружественных стран. Мы сделали эту выборку для того, чтобы бизнес, большой или малый, или те же самозанятые, теперь могли видеть, что же мы закупали у недружественных стран, и теперь осмыслить свою возможность заместить эту продукцию. И тогда мы сделали правую колонку, которая называется «А мы предлагаем». Мы разделили ее тоже на 2 части. Мы сразу зашили туда возможность доступа к государственной информационной системе промышленности Российской Федерации. Там более 1 100 000
номенклатурных позиций, которые предлагает промышленность России. Мы дополнили еще нашей информацией. Там тоже теперь 109 тысяч позиций, которые предлагают наши поставщики, наши производители. И среди предложений там уже очень много и удмуртских, и свердловских, и ульяновских, и дагестанских даже предложений. Мы формируем вот эти сотни тысяч предложений, из которых можно выбрать, чем сделать импортное замещение, каким продуктом. Да, конечно, сейчас многие позиции еще нечем заместить, конечно. Но уже в том же Азнакаево, если я не ошибаюсь, то глава сказал, могу ошибиться, неважно в каком районе, мы столкнулись с дефицитом запчастей для комбайнов, но в наших мастерских мы импортные эти запчасти мы сами изготовили. Вот это есть импортозамещение. Творчество наших людей безгранично. Творчество безгранично. В общем-то, достаточно позитивно, как всегда, Яков Вениаминович. Итак, по поводу вот, значит, несколько этих бирж импортозамещения, да, можно сегодня заходить, искать, кто уже на этих площадках. Олег Владимирович, вы как-то говорили, что, в общем-то, хотелось бы вот такую площадку приобрести, точнее, открыть и так далее, и так далее. Почему не там? Она может быть любой. Самое главное, чтобы, я говорю, было приоритетное направление. Что в первую очередь надо импортозамещать? Продукты питания, машиностроение. На все сейчас сил не хватит. Нужно выстроить приоритетные направления и постепенно их закрывать. Такие площадки обязательно нужны. И самое главное, я говорил в начале передачи, каждый директор своего завода, своего производства должен определить, что у него не хватает, для того, чтобы его товар, который он производил, чтобы он был произведен. Решить этот вопрос по импортозамещению прямо у себя в огороде. Вы у себя эту ревизию провели? Конечно, мы уже выявили несколько номенклатур товара, и мы сейчас уже отрабатываем. Первые полгода мы нашли производителя-поставщика из Китая и из Турции, но проработали вопрос закупки оборудования, производства его здесь в России для всей отрасли, нашей отрасли, в которой нуждаемся. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Праздник Наурус на ТНВ в программе «Каравай». Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Извещатели крепятся с помощью саморезов. Заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. ТНВ объявляет кастинг. Хочешь стать ведущим ТНВ? Мы ждем тебя в нашей команде. Участвуй в кастинге, пройди все этапы и попади на ТВ. Анкета для заполнения и подробная информация на сайте tnv.ru. Заявки принимаются до 15 апреля. Актуальные новости, прямые эфиры, выпуски программ и острые сюжеты в группе ТНВ ВКонтакте и в телеграм-канале ТНВ. Подписывайся. В жизни нас окружает много цифр. Мы с цифрами рождаемся, с цифрами растем, учимся, влюбляемся, растим детей. Иногда цифры нас огорчают. Иногда заставляют сердиться, иногда приводят в отчаяние. Но есть цифры, которые приносят в каждую семью радость, мир и понимание. 8 800 2122. Детский телефон доверия. Цифры, которые могут вам помочь.
Мы говорим опять об импортозамещении в нашем ток-шоу «Точка опоры». Слово, конечно, теперь знает уже точно каждый. Артур Сергеевич, скажите, пожалуйста, биржа импортозамещения на данный момент, которая открыта, вот насколько действительно реально ее необходимость и почему, вот, чего сейчас-то запускали? Импортозамещение с 2014 года уж точно ставили курс. Ну вот, на него. Олег, когда провел свою инвентаризацию, да? Ага, только сейчас я провел. На Олега сразу. Вот, да, то есть когда жизнь заставила. И это первый момент. Второе, конечно, предприниматели смотрят, где можно реализовать свой товар. А реализовывать свой товар можно как раз, ну, кто у нас сейчас заказчик основной, это все-таки государство становится, да? То есть 44-й как раз ФЗ мы возвращаемся. А тут как раз государство наконец стало, ну, несколько лет назад, поставило задачу именно находить товаропроизводителей. И вот Торгово-промышленная палата как раз является тем органом, который подтверждает, ну там 3 ключа поворачиваются, это Торгово-промышленная палата Российской Федерации, это ППРТ и Минпромторг, профильный сектор, который как раз поворачивает, и вот ГИСП, который показывал как раз, да, Яков Вениаминович, это как раз оттуда информация, и там действительно более миллиона производителей. И сегодня, кстати, я как раз разговаривал с ребятами, я говорю, где найти? Я говорю, туда заходишь, сразу же находишь и смотришь, что тебе надо по кодам ТНВ. Там на данный момент, по-моему, если цифры могли измениться, зарегистрировано 409 компаний-предпринимателей из Татарстана. И всего 18 из них, или 4,4%, являются производителями той продукции, которая признана заместить ставший недоступным импорт. То есть, ну вот на данный момент та ситуация. Еще одна история. Значит, мы говорили о пакете мер, вы говорили, что нужны деньги, желательно длинные, желательно легкие. Что еще из мер поддержки для успешного импортозамещения нужно? Давайте так попробуем. План и закрыть границы. Так, закрыть границы. Понятно. Какие направления вы сейчас выделили бы? Вы уже говорили об этом. Вот тут надо понимать, если мы говорим о том, что производимый товар, он будет конкурировать с Китаем, то это будет очень тяжело. Нам нужно, чтобы государство поддержало этого производителя. Сейчас с теми же самыми микросхемами, микрочипами, если мы будем конкурировать с китайскими чипами, то ни один наш предприниматель не начнет, производить эти чипы, он не будет конкурентоспособным с Китаем. Вот если бы мы начали производить условно зелененькие чипы, то, соответственно, на зеленые чипы надо закрыть въезд или хотя бы поднять какую-то пошлину. Да. Мы должны поддерживать конкретно своих производителей. Вот здесь вот это нужно сделать. И самое главное, хотя бы барьеры, те, которые сейчас у нас существуют, для того, чтобы производство открыть, получить сертификацию, аттестовать свое... Их надо убрать. Просто убрать на период вот этой операции, послеоперационного периода. Надо просто отменить их. У нас столько барьеров, которые были созданы, я не знаю, там внешними источниками или какими-то другими. Взять у КАМАЗа Евро-5, вот это экологические нормы. Где Европа со своими там полмиллиардными жителями и где Россия со своими 150 миллионами. Но КАМАЗ Евро-1, Евро-5, он никак не влияет на экологию. А нас загнали по стандартам ВТО, чтобы мы сами себя загнали. У нас мы потеряли свои двигателя, свое производство. Нам нужно уйти от этих стандартов, которые нас загнали, поставили в такое положение. Вот если мы это уберем, и еще самое главное, когда мы будем идти по новому пути, мы совершим огромное количество ошибок. Огромное количество. Если нам сейчас скажут, что, ребята, мы вас за эти ошибки не накажем, и спустя 5 лет не вспомним предыдущий этот год, когда вы совершили ошибки, вот тогда будет очень благоприятное условие для создания новых предприятий, новых импортозамещающих товаров. Хорошо. Сергей Васильевич, сейчас, буквально вопрос. Вот завтра можно было идти к Мишустину и сказать, вот у меня 3 предложения, что мне нужно завтра, чтобы решить этот вопрос. С чем пришли бы? Ну, вы знаете, мы 25 обращений в марте написали. Ага, 25. Тут хотел узнать. Мне сложно из 25 выбрать 3. Ну, я бы основополагающее одно сказал, даже не 3, а один вопрос. Сегодня мы все гасим пожары, это правильно. Почему нас вот к этому привело, почему Олег Владимирович говорит, вот не развивается бизнес, там мешает все остальное? У нас уродливая фискально разрушающая модель экономики, которая не позволяла реальному сектору развиваться. Ее нужно менять. А какая она должна быть, до сих пор никто не знает.
Мы сегодня хорошо, грамотно гасим пожар, все хорошо. И мы Мишустину предложили модель экономики, которую мы с Олегом Владимировичем вместе в рабочей группе по поручению президента под председательством Титова Бориса Юрьевича со всеми федеральными министерствами, со всеми федеральными органами, с регионами 2 года разрабатывали дорожную карту, 500 страниц. Институт Столыпина все это сделал красиво. Что вообще нам нужно делать? После того, как погасим пожар, когда все предприятия вздохнут и вроде бы начнут работать, нам нужна развивающая модель экономики. И она там прописана. 9 секторов экономики, которые вытащат все. Не надо всем помогать, всем мы не поможем. Надо понимать, какие ключевые отрасли развивать. Об этом тоже Олег Владимирович сегодня говорил неоднократно. Пусть скажет государство. Уже сказали, 9. И ведь 27 кластеров определили, которые эти 9 секторов экономики должны вытащить экономику России в периоде 5-летнем, где Россия должна стать другой экономикой. И уже соглашение между председателем правительства России и регионами, руководителями регионами в феврале 2020 года должны были подписать. И мы уже все подготовили для подписания и с нашим регионом. 2 кластера нам определили как ключевых. И автомобильные, то есть, и возможно, химические. все сейчас заработает? Вот, Мишустину мы направили сейчас это предложение. Если оно концептуально будет принято, у нас будет другая Россия. И пусть 9 секторов экономики, на них сосредоточатся, они определены как прорывные. Они будут флагманами, которые вытащат всю экономику. Как разрушенная Германия. Как быстро она оправилась после Второй мировой войны. Один завод вытащил всю экономику, Мерседес. Вместе с мультипликативным эффектом, поставщиками автокомпонентов, они достаточно быстро справились с этой разрухой и с проблемами в экономике. Нам тоже на этом нужно сконцентрироваться. Что касается частностей, хороши все площадки импортозамещения, биржи. Это статистика. У кого есть аналитики, 1 100 000 позиций или 109 тысяч позиций проанализировать и что там нужно выпускать. Там же только название, там больше ничего нет. Все-таки нам нужно сейчас в ручном режиме определить те позиции, которые нам сегодня горящие предлагают заказчики. Это в ручном режиме нужно делать. В частности, 14 числа по поручению руководства республики проводим 5 дней поставщиков. КАМАЗ, Татнефть, Агросхолдинг, Казанский вертолетный завод, ТРИАД. Они нам 1000 заказов дали. Они приедут с теми людьми, которые эти заказы реально посмотрели, и приедут не только из Татарстана, и со всей России, они будут разговаривать, будут обмениваться мобильными телефонами и выстроить дорожную карту, как это нужно освоить. Следующий этап. Этим предприятиям чуть короче, Андрей Васильевич, нам подытожить. Сегодня предложили льготное финансирование. 15% малому бизнесу, 13,5%. Где в машиностроении вы видели такие рентабельности? Это же смех. Надо вернуть все программы поддержки и под 1%, и под 5% нужно сегодня давать. Не пострадает от этого наша инфляция. Пусть Центробанк не боится. Не такие уж это большие объемы. Точечная поддержка по точечным проектам. Безусловно. А как Мерседес вы сейчас сказали, у нас сейчас КАМАЗ надо выпускать почти 100 000 автомобилей. КАМАЗ может поднять. КАМАЗ вытащит всю экономику. В завершение, чтобы каждый успел коротко сказать, результаты опроса телезрителей. Больше 40% лидирует третий вариант. Они уже скучают по импортным товарам. Это о чем говорить? Значит, ждут аналогичные замены, хорошие, качественные. Итак, все-таки, если это бизнес-рывок сегодняшней ситуации, давайте просто подытожим буквально коротко. Как вы видите эти перспективы лично для себя, для своего предприятия? Куда идем и бизнес ли это рывок? Как раз мы сказали, это хорошие льготные деньги, кредиты, которые нам необходимы, это однозначно, и снижение налоговых бремени. И тогда мы поднимемся все. И тогда налоги надо вообще убрать. Мы как раз сегодня встречались с узбеками. Бизнеса у них вообще нет налогов, НДС вообще нету. У них очень большие льготы на транспортные расходы, там очень большие у них это преференции. Хорошо, проговариваем коротко, Антон Сергеевич. Действительно, время сейчас роста, время возможностей, и чтобы каждое предприятие могло найти эти возможности, это должно быть финансирование, это должен быть, условно назовем такой заказ, который и заградительные меры как раз от завоза импортного оборудования. Хорошо, по 20 секунд у каждого осталось. Вячеслав Артурович. Мы много говорили о промышленности, о большом бизнесе, о среднем, но мы совсем забыли о малом бизнесе. И самое главное, мы забыли о продовольственной безопасности. Я бы призывал все-таки об этом помнить и дать свободу именно сельхозпроизводителям и производителям питания и так далее. Вот эта маркировка, Меркурий, это все нужно отменять сейчас, потому что не время сейчас ограничивать бизнес, нужно его стимулировать. Это точно. Хорошо, Сергей. Нужно возродить советские территориально-производственные комплексы, которые сейчас называются кластерами, когда власть
наука и бизнес идут вместе, все быстро решается. Хорошо, Олег Владимирович. И самое главное, то, что сейчас в Минпромторге говорят, снизить стоимость сырья. Если мы не экспортируем нефть, газ, металлы, надо для внутреннего рынка сделать максимально низкие цены. Хорошо, Андрей Юрьевич, коротко, буквально. Мои тезисы это такое, три такие позиции. Снижение налогового бремени, снятие запретов и убирание стандартов, потому что стандарты, они проще всего сводят в одну точку. Все, хорошо, я благодарю наших экспертов, было очень интересно, я надеюсь, и телезрителям тоже, и было тоже полезно. Это была «Точка опоры», всего доброго, до свидания, до встречи. До свидания. Светлана. До свидания. Спасибо. К опоре России какой-то. Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал Хайырлы кич, хәзер булачак темалар турында. Татарстанга зур су килә. Анда түбәнлек, бүтән кар сулары түбәнлеккә килә. Республиканың кайсы районнарына су басу куркынычы яный. Гадәттән тыш хәлләргә ничек әзерләнәләр? Лаиш районыннан Руслан Сыдинов. Аксымга бай икътисади яктан да отышлы. Соя мәйданнары арту нәтижесінде аның кулланылышы да кеңрәк булачак. Татарстанда соя шешу күләмен арттырырга җыеналар. Әлеге культураның үзенчәлекләре хакында Илгиз Шакуров. Синтез су тубы командасы 3-нче ел рәттән Россия чемпионы. Бүген аларны Казан Кремлендә Рөстәм тәбрикләде. Зур уңышка ирешүгез белән котлыйм. Барыгызга да яңа җиңүләр, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Тантанадан Илдар Сафиуллин. Бүген Татарстанда 10 градуска кадәр җылытты. Температураның кинәт күтәрелү аркасында торак пунктларны су басу куркынычы бермә-бер арта. Лаиш районындагы Тургай һәм Озерная долина бистәләрендә яшәүчеләр язны аеруча куркып көтә. Аларны ел саен су баса. Озерная долинада узган ел 200 йортка зыян килгән иде. Берничә көнлек исә Тургай бистәсенең су астында калган урамнары турындагы видео интернетта урын алды. Тик бүген әлеге урынга барган хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов күлләүкләрнең кипкәнен күрде. Елда су баса торган Тургайда быел нинди чаралар күрелгән? Гомумән республика буенча вазгыять нинди? Бу хакта киләсе материалда. Поселок Тургай. Все затоплено. Бұл Лаиш районындагы Тургай бистәсендә яшәүчеләр берничә көнлек төшергән видео ул шагында суның биеклеге тезгә кадәр җитә иде диләр. Әмма алдан тиешле чара күрелгәнгә су тиз агып бетә. Моның өчен махсус чокыр казыганнар. Каналлар да киңәйтелә. Лаиш районындагы Тургай бистәсен ел сайын су баса. Узган ел Кайып елгасы ярларыннан чыгып, 30-дан артык йортка су керә. Быел әлеге хәлләр кабатланмасын өчен аның ярларын ныгытырга булганнар. Бу узган ел төшерелгән кадрлар күпер тиешле дәрәҗәдән түбән булганга күрә Тургайны су баскан иде. Быел исә күпер күтәртелгән. Тургайның кырыйларыннан специальный урыннар әзерләдек, корныш тарттык, су китсен өчен поселокка кирмәс өчен. Хәзер менә ров ясап чыктык поселок буйлап. Яңа күпер застройщик ясады. Менә шуңа күрә инде Аллаһ бирсә җиңелрәк булыр дип уйлыйбыз. Монысы Озерная долина бирдә яшәүчеләр су басар дип куркып яши. Узган ел язгы ташу вакытында 200 йорт зыян күргән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бистәдәге хәлне көн саен тикшереп тора. Боимся прошлого года, потому что нас очень сильно затопило. Узган ел безнең йортка, амбар, базларга су керде. Хәзер бик куркып торабыз. Безнең үй янәшәсендәге инешне чүп-чардан арындырдылар. Янында үсеп утырган агачларны кистеләр. Тик чүп шул урында иелеп калды. Су китсә, алар кире инешкә төшеп, трубаны тыгылдырачак. Бу районында да 2 күперне су баскан иде. Бу кадрлар Кыят һәм Немчиновка авылларыннан килде. Ике авыл арасындагы күпернең өстенә су чыккан. Ул түбәнлектә урнашкан. Зия елгасы ел сайын ярларыннан чыгып, аны су астында калдыра. Быел күпергә керү юлын тулысынча япканнар. 2 ел элек бирдә фаҗига килеп чыккан иде. Күпер өстеннән аккан су ташкыны көчле булуга карамастан, 3 ират аның аркылы тракторда чыгарга тели. Тракторда килеш аларның берсе су астына китә. Нурлат районында да язгы ташуга әзерләнәләр. Якты күл белән яңа Иглай авылларын тоташтыручы күперне көн сайын күзәтеп торалар. Хәзер инде 2 дә кырыкларны күрсәтә.
Былай критический вакыты безнең урамнарга су керә башлый 3 метрда инде. Яңа Иглай авылында яшәүче Йосыф Фәйзуллин 1979 елгы ташыны яхшы хәтерләй. Ул вакытта терлек абзарларын су баскан, шуннан соң күңелдә зур судан курку калды ди ул. Сакланып тора менә бүген дигәндә балалар белән инде тоже күршеләр белән ярдәмләшәбез. Булышалар, каулашырга, чыгарышырга ул вакытта сыерлар да асырый идек. Татарстанда язгы ташу киләсе атнада башланырга мөмкин. Шуңа да барлык районнарга да аңа әзер торырга кирәк. Лаиш районнан Руслан Судинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін президент Рустам Минниханов Казан Кремлендә Синтез су тубы клубы командасын тәбрикләде. Спортчылар 3-нче сезон рәттән Россия чемпионы исемен яулай, бердәмлек һәм даими тырышлык нәтиҗәсендә генә шундый уңышка ирешү була диде президент. Синтез командасында нигездә Татарстан егетләренең чыгышы савы аерым игътибарга лаек. Хәзер республикада 263 бассейн бар. Синтезның җиңүләре яшьләрдә бу спорт төренә кызыксыну арттыра гына. Кремльдәге тантанадан Илдар Сафиуллин. Каждая победа – это в целом большое событие. Вам огромные слова благодарности. Президент оларға тантаналы рәвештә рәхмәтен җиткерә, скрипкачылар аһәңле көйләрне сыздыра. Залның түрендә үзенчәлекле кубок балкый. Чемпионнар гына тыйнак. Синтез су тубы клубы йөзүчеләре Кремльгә бүген спорт киемнәреннән килгән. Әйтерсең, яңа гына бассейннан чыкканнар. Бу күренеш команданың бердәмлеген һәм кодрәтен күрсәтә диләр. Рустам Минниханов җиңүнең яшьләргә үрнәк булуын билгеләп үтте. Наша задача, чтобы как можно больше бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов, площадок были доступны для нашей молодежи в каждом дворе. Путь к медалям начинается с ближайших к дому спортобъекта. Хочу еще раз от всей души поздравить вас с завоеванием чемпионского титула. Уверен, команда продолжит достойно представлять нашу республику на спортивных аренах. Без монда бүген 3-нче тапкыр киләбез, ләкин монда барга волнительно һәм бик шат. Әнвәр Галимҗанов капкачылар тренеры 6 яшьтән бассейнда ул. Казан егете судагы ярышта гол кертмәүнең бөтен нечкәлекләрен белә. Быелгы сезон аеруча катлаулы тыелган. Бу ел бик авыр сезон булды. Безнең яңа тренер эшләргә башлады. Реваз Бадурович Махидзе. Ул бик көчле специалист, яңа тактика бирде, яңа эш башладык. Менә ул Казанның Оргсинтез бассейнындагы кискен уен. Тирә-юньгә су түгел, спортчыларның тир тамчылары шәчери кебек. Синтез финалда Спартакка каршы уйнады. Безнекеләр соңгы секундта 12-гә 8 исәбе белән җиңеп чыкты. Казан клубы үз тарихында 4-нче мәртәбә һәм 3-нче ел рәттән Россия чемпионы булды. Я не встретил никаких проблем по принятию команды. Синтез клубы Россиядә һәр вакыттагыча иң көчлеләрдән санала. Көндәшләр аны җиңү өчен аеруча ныклап әзерләнә. Тик без быел да остарак булып чыктык. Мин командага сезон барышында килеп остазлык итә башладым. Бернинди аңлашылмаучанлык, каршылыклар булмады. И всех заинтересованных лиц в успехе нашей команды. Синтез клубының үзенчәлеге шунда, монда Татарстан егетләре чыгыш ясый. Күбесе Россия җыелмасының даими уенчылары. Наверное, тяжелее защищать титул. Бөтен командаларның өстенлеккә ирешәсе килә. 3-нче ел рәттән уңышка ирешү катлаулы булды. Шуңа да беренче мәртәбә җиңүгә караганда яуланган кубокны берничә ел үзеңдә саклап калу күпкә кыенрак. По-особому настраиваются. Зур җиңүдә иганәчеләрнең дә өлеше бик зур. Матди база нык булгач максатка ирешергә була. Президент Таиф һәм Сибор компанияларына рәхмәтен җиткерде. Особые слова благодарности спонсорам команды. ПАО Сибор Холдинг, ПАО Казань Оргсинтез. Кадерле дуслар, сез тагын бер кат зур уңышка ирешүгез белән котлыйм. Барыгызга да яңа җиңүләр, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Еще раз аплодисменты, спасибо. Егетләр исә Рустам Миннихановка рәхмәт йөзеннән автографлары куелган туп коллективның күмәк фотосын һәм әле яңа гына нәшр ителгән Синтез клубы китабын бүләк иттеләр. Россия чемпионатындагы катлаулы ярышта җиңү яулаганнан соң да Синтез су тубы командасының ел итәргә вакыты юк. Инде бер атнадан соң ук Россия кубогы ярышлары башланып китәчәк. Шуңа спортчылар бүгенге тантанадан соң туп-тур бассейнга күнегүләргә юл тотты. Әлбәттә, Казан клубы узган ел алган кубокны һичшиксез үзләрендә саклап калырга тырышачак. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Спорт мәктәбе гомуми белем бирү учреждениесендә урнашса, тиешенчә эше алачакмы, дәресләр түләүле булырга тиешме? Бүген балалар спорты үсеше турында Татарстан Дәүләт Советында сөйләштеләр. Бу ел башында аны буенча 2030 елга кадәрге бөтен Россия концепциясе төзелде. Аның нигезендә мәктәпләрдә спорт клублары эшли башларга тиеш. Аларда укучы балаларның 90% шөгыльләнәчәк. Татарстанда 170 спорт мәктәбе бар. Алар белем бирү учреждениесе статусын алып, лицензия буенча хезмәт күрсәтә башларга тиеш. Әлегә республиканың 300 меңнән артык баласы төрле спорт секцияләренә йөри. Бу мәктәп укучыларының 70% дигән сүз. Biz инде бүген спорт һәм мәгариф системаларының бергә эшләү проблемаларын карадык, һәм һәрбер кеше аңлый, бу ике система, спорт һәм мәгариф, бер-берсе белән тыгыз бергә эшләгәндә генә алга китәргә мөмкинлек була. Илдәге икътисади кыенлыкларга карамастан, Казанның компрессорлар заводы җитештерү күләмен арттыра. Шундагы продукцияне сораучыларда күбәйгән. Бүген предприятие белән Казан мэры Илсур Метшин танышты. Ул санкцияләрнең җитештерүгә йогынтысы булу-булмавы белән кызыксына. Завод директоры Илнур Садриев белдергәнчә, эш арткан, заводка өстәмә хезмәткәрләр дә кирәк. 100-гә якын кешене алырга җыйналар. Хәзерге вакытта Казан компрессор-маш заводында 1700 кеше эшли, бирдә берничә төрдәге компрессорлар җитештерелә. 1700 человек работающих имеют твердую уверенность в завтрашнем дне. Монда эшләүче кешеләр алдагы көнгә өмет белән карый. Алар иртәгә нинди эшләр башкарырга икәнлеген төгәл белеп тора. Илебездәге ышанычлы зур оешмалар Казан компрессорлар заводына заказларны 1 ел алдан биреп куя. Уже в стране предприятия. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек базарында хәл тутырыклы. Бу хакта министр Эльмира Зарипова белдерде. Ул бүген санкцияләр кертелү һәм көнбатыш оешмаларының безнең базардан китүе тәэсире турында сөйләде. Эшсезләр саны үзгәрмәгән диярлек. Татарстанда алар 10 меңнән артык, 20% рәсми төстә бер кайда эшләмәүче яисә соры базарда эшләүчеләр. Министр әйтүенчә, хәзерге вакытта 2010 һәм 2015 елгы кризислардан нык аерыла. Ул вакытта бер вакансиягә 2-3 эшсез туры килсә, хәзер бер эшсезгә 6 вакансия бар. Гомумән алганда, республика эш бирүчеләре 60 мең вакансия тәкъдим итә. Эш урыннарын саклау өчен дәүләттән ярдәм чаралары да каралган. Программа ФОД-3, когда за сохранение рабочих мест вам даются кредиты. ФОД-3 дигән программа бар. Аның буенча эш урыннарын саклап калган очракта оешмага ташламалы кредит бирелә. Эшмәкәрнең бурычы хезмәткәрләрнең 90% саклап калу, ягъни коллективны тоту. Татарстанда бу программадан былтыр 1100 эшмәкәр файдаланды. 1100 предпринимателей в республике воспользовались в 2021 году этой программой, и сегодня эта программа продолжена. Эшлим дигән кешегә хәзер Татарстанның хезмәт базарында 60589 вакансия бар. Бу атна башындагы сан белән чагыштырганда 200-гә кимрәк. Моңарчы исә буш хезмәт урыннарының артуы күзәтелә иде. Эшчеләр кирәк булган тармакларның берсе мәгариф, әйти Казанның Яңа Сабин районындагы 150-нче балалар бакчасына тәрбиячеләр һәм аш-су әзерләүчеләр җитмәй. Биредә эш шартлары нинди? Безнең махсус сәхифәдә карагыз.